اقرأ باسم ربك الذي خلق. Однажды сидели пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи, с его сподвижниками. И пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи, задает вопрос сподвижникам: какое дерево похоже на верующего человека? Ни один из сподвижников не ответил. И пророк тогда сказал, что это пальма. Пальма, листья не осыпаются и дает плоды тогда, когда Аллах пожелает, по несколько раз в год. Пальма — это то, что тотально можно использовать для пользы человека. Все в пальме используется для пользы человека. Также и верующий человек является полезным для всего общества. Так и должно быть. Не всегда бывает, но это должно быть то, к чему мы должны с вами стремиться. И когда Умар ибн Хаттаб возвращался домой с сыном Абдулла, он говорит: а я знал ответ. И ответ знал, что это пальма. И Умар ибн Хаттаб спросил: говорит, а почему ты не сказал? Он говорит: ну как я скажу, там сидит Умар, ты сидишь, там сидит Абу Бакр, и как я на фоне вас буду отвечать? Он постеснялся. Он просто постеснялся. Стеснительность само по себе хорошее качество, кроме двух моментов. Когда дело касается знания, стеснительный не может взять знания, и когда творится несправедливость. Вот в этих двух моментах стеснительность считается отрицательным качеством. В других моментах стеснительность украшает и мужчину, и женщину. Это очень хорошее качество. Но речь не только об этом. Речь о том, что в нашей жизни бывают критические моменты, когда у нас возникает возможность или вероятность того возникает, что мы с вами можем проявить не то что нравственность, а безнравие абсолютное по отношению к Аллаху и по отношению к людям. Например, такие более-менее объективные. Человек иногда боится потерять работу из-за соблюдения норм религии. Читает намаз, одевает хиджаб, платок одевает. Из-за этого боится потерять религию. Но человек не понимает, что твоя работа в руках Всевышнего Аллаха. Время, которое он дал, это в его руках. И если с этой работы пытаются убрать из-за этих действий, то, возможно, Аллах готовит к тому, чтобы дать тебе лучшую работу. Просто таким путем. Иногда мы сами виноваты, потому что мы не приходим к начальству, не разговариваем, не объясняем свою позицию. И, к сожалению, доводят до них в извращенном виде информацию. Поэтому иногда необходимо самим, не боясь, заходить и разговаривать, объяснять позицию. Что это моей работе не мешает. Ведь самое главное в работе — это добросовестность, честность. Когда Юсуф, алейхиссалям, привели его к этому царю, что он сказал? Какие два качества? Добросовестность, правильно? И знание своей работы. Даже не столько добросовестность, сколько он доверенность, то, что можно доверять ему. Вот это первое качество он озвучил. Потому что профессии можно учиться. А если человек не из той категории, кому можно доверять, этому научиться очень сложно. Поэтому и доверие, он сказал, что он тот, кому можно доверять. Поэтому один из главнейших пунктов на работе. И здесь тоже, если мы сможем довести, то, возможно, этот вопрос будет исчерпан. Второй момент, когда человек боится потерять свой бизнес, и он начинает влезать в разные кредиты, еще какие-то запретные действия, перестает давать зарплату своим подчиненным и так далее, и так далее. Или говорит, что я вам ничего не должен, объявляет банкротство, а долги людям-то остаются. Просто здесь нужно искать возможность, как вернуть это все, чтобы в судный день не потеряли. Да, бывают разные ситуации, но это действие нас не должно кидать в запретные действия. Потому что это животные, когда боятся, они прыгают, не знают, куда деться, и могут упасть с 10-го или 11-го этажа и разбиться. А мы люди, у нас есть разум, у нас есть нормы. И одно правило нужно запомнить. Если мы будем поступать так, как Аллах предписал, по справедливости, мы выиграем в любом случае. Но если как только мы начинаем юлить, лгать, обманывать, нарушать завет или доверенные нам вещи, анально начинаем разрушать, то это уже большая проблема. Здесь уже вина полностью на нас будет. И Аллах Субхану готов вывести человека, который справедлив в таких ситуациях. Когда человек на грани банкротства, и он должен кому-то денег, да, у тебя нет денег, позвони, скажи, да, я признаю, что я должен, я не отрицаю, я постараюсь вернуть. И другое дело, когда человек говорит, что, а ты мне не должен? То есть я тебе не должен? Не знаю, у меня же нет расписки, я тебе не давал.
Ну да, может быть, в списке нету, но если ты не отдашь в этой жизни, то ты отдашь в судный день. Это, знаете, это абсолютная аксиома. Если мы кому-то в чем-то должны, в справедливости, в имуществе, еще в каких-то действиях, мы однозначно это вернем. Вот это мы должны понять. Просто вопрос, когда? В этой жизни, извинившись и возместившие права, или же в следующей жизни, когда будем расплачиваться своими деяниями. И ценность деяний тогда будет в тот день для нас очень велика. Тяжело будет оставаться. С каждой каплей деяния очень тяжело. Потому что назад возврата нет. Ничего не исправишь. И ниоткуда накоплений тоже нет. Все. Это в этой жизни, да, где-то раз, здесь не получилось, пошел там, заработал, здесь исправил, здесь извинился, здесь поправил, здесь возместил, а в следующей жизни нет. Все. Вот это жизнь экзамен. Семья живет небогато, и раз жена беременная. И муж, конечно, показывает лицо такое грустное, все попало. Тот, который знает, улыбается. Тот, который знает, он ждет, ага, жена забеременела, значит, откуда-то придет пропитание, будет легче. Прям ждут. Тот, который знает. Потому что Аллах Субхану ва Тааля обещает в Коране, что Он накормит и тебя, и твоего ребенка. И ребенка, и тебя. В таких вариациях приходит в Коране. Поэтому, если жена забеременела, радуйтесь. Да, можно планировать беременность, пожалуйста. Но если забеременела уже даже после планирования, принимайте. Это благо от Аллаха, потому что пропитание – это широкое понятие. Ребенок – это тоже пропитание, это способ заработать награды. Это тот, кому можно дарить свои чувства, любовь, заботиться, объяснять религию, в конце концов, пояснять кое-какие моменты, что хорошо, что плохо. Потери кормильца тоже. Однажды одна соседка увидела, когда у ее соседки умер муж, и говорит, ну что, говорит, кормилец умер, что ли, да? Так издеваясь. А она говорит, нет, кушающий умер, а кормилец, говорит, вечен. Кормит Аллах. И сколько мы знаем с вами ситуаций в жизни, все из вас это видели, когда, казалось бы, муж умер, но по милости Аллаха общество консолидируется, пытаясь заработать награду, помогает этой семье, и у этой семьи даже больше денег, чем раньше. То есть Аллах Субхану показывает, что пропитание, дорогие мои, не от нас, а от Всевышнего. Просто через кого Он доведет. И вы помните хадис пророка Мухаммада ﷺ, где он приводит смысл такой у него, что Аллах некоторых людей делает ключом к благому деянию, а некоторых ключом к греху. И посмотрите на то, каким вы ключом являетесь. То, что до этой семьи, у которой умер муж, придет имущество, это однозначно. То есть, если Аллах предписал сумму, она придет. Абсолютно точно. Вопрос, через кого. И вот здесь нужно постараться, чтобы мы стали ключом к этому благому деянию. Дом погорел, сгорел, еще какие-то моменты. Если мы будем ключом этих действий, это значит, что Аллах избирает для благих деяний. Но если Аллах нас избирает для грехов, унижать людей, забирать имущество, ущемлять права, здесь нужно задаться вопросом, значит, что-то либо я не там нахожусь, либо что-то я в отношении с Аллахом что-то нарушаю. Не просто так Аллах нашими руками делает так, что мы начинаем делать какие-то запретные действия. Тем более, когда ущемляются права людей. Это очень страшная вещь. Очень страшная вещь. И вот в этих моментах у нас всегда открывается с вами два пути. Либо поступить, как Аллах предписывает, и тем самым не причинить вреда ни себе, ни обществу, либо поступить, согрешив, тем самым причиним себе вред и обществу. И ученые говорят, что на человека воздействуют две силы. Сила желания и сила страха. И терпение – это когда человек использует силу желания в лучшую для себя сторону и силу страха в сторону воздержания от того, что является для него запретным или плохим перед Аллахом Субхану ва Тааля. Поэтому все нравы, стеснительность, человечность – это фактор очень важный. Человечность, еще раз повторю. Правдивость, справедливость, искренность, вот все, много их нравов, которые мы с вами изучаем, пытаемся внедрить в жизнь, вот в эти критические моменты они должны показывать себя. Именно в этот момент, если они у нас проявляются, мы можем сказать, я знаю, что я должен быть стеснительным, я знаю, что я должен быть искренним, я знаю, что я должен быть справедливым, если мы применяем это на практике. Но если мы только на словах, а в действии несправедливы к подчиненным, к начальству, к друзьям, близким, то значит мы не знаем. Потому что мы не знаем, к чему эта справедливость не приведет. Потому что если бы знали, мы бы остерегались несправедливости, потому что это очень страшная вещь. И поможет нам в этом, естественно, что
Понимание того, что Аллах Субхану ва Тааля нас любит больше, чем кто бы то ни было. Само по себе понимание этого означает, что все наши действия будут направлены к тому, чтобы заработать Его удовольствие. К тому, чтобы хотя бы хоть чуть-чуть быть благодарным Ему. Потому что то, насколько Он сильно любит, мы даже представить не можем. Больше всего в этой жизни нас любят наши родители. Но даже их мы отблагодарить не можем. Мы можем быть только благодарными. Аллах Субхану ва Тааля еще более, чем наши родители, любит нас. Любовь родителей даже не сравнится с Аллахом. Потому что даже этих родителей нам дал тот Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому понимание хоть какое-то, не говорю, что мы 100% поймем, нет, конечно, но хоть какое-то, на основе того, что Аллах нам даровал, руки, ноги, глаза, родителей, близких, родных, мы уже немножко, чуть-чуть прикидываем, насколько Аллах нас любит. А истинную любовь, насколько нас любит, знает только Аллах. Мы это даже представить не можем. И вот это понимание этого, оно уже спровоцирует нас на то, чтобы мы были благодарными, чтобы мы были теми, кто в любой ситуации проявляли хорошие нравы, чтобы в любой ситуации мы с вами не совершали преступления. Вера в судный день. Это тоже очень важный фактор, катализатор наших действий. Судный день будет. Можем засунуть песок в голову. Голову в песок, не песок в голову. Но судный день будет, брат. Судный день будет. Хоть что делай. Пришел домой, установил свои порядки, справедливые, несправедливые. Аллах Субхану ва Тааля заботится о нас, устанавливая справедливость, делать так, чтобы нам было хорошо. Но судный день будет. Даже если у тебя завтра идти на работу в планах, даже если у тебя план на год целый расписан, даже если ты планируешь через 5 лет стать там, занимать какую-то должность высокую, смерть будет и судный день будет. Вот что важно. И придется держать ответ за каждое свое действие. Нужно быть уверенным также, что после каждой трудности придет облегчение. Причем ученые говорят, «Фаинна ма'аль усри юсра, инна ма'аль усри юсра», и что идет за тяжестью облегчения. Ученые поясняют, что если взвесить тяжесть и легкость, которые имеются в этом аяте, легкость намного больше. Поэтому какая бы у тебя трудность ни была, помни, что легкость придет однозначно. Это даже если ты не захочешь, она придет, потому что это аксиома нашей жизни. Это установка, это правило, это закон нашей жизни, что после трудности обязательно придет облегчение. Это однозначно, даже если ты сам не захочешь. Так установлен канон Аллаха Субхану ва Тааля в этом мире, что после трудностей приходит облегчение. И необходимо, естественно, полагаться на Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому давайте с вами будем внимательны к тому, как мы с вами реагируем в критических ситуациях, когда гневаемся, когда на нас возложена большая ответственность. Еще десятки, наверное, в разных вариациях трудностей существует у нас и на работе, и в семье. Вот в этих ключевых фазах мы должны реагировать так, как должен реагировать верующий, потому что мы в первую очередь в этом мире верующие. В первую очередь мы верующие, а потом уже остальное. Потому что если мы верующие, значит мы будем поступать так, как нас учит Аллах Субхану ва Тааля. Потому что то, что мы с вами посеем здесь, мы пожнем в следующей жизни. Это будет результатом. И однажды мы с вами насладимся своими благими деяниями. Теми словами, которые мы сказали в тот момент, когда сильно гневались, и они были хорошими. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين